Моя карьера складывалась в стенах Института теологии. Я был студентом Института теологии, магистрантом, заканчивал аспирантуру Республиканского института высшей школы. И, соответственно, здесь я начинал и распределялся сюда, и здесь начинал свою карьеру педагогическую и научную, и стал заведующим кафедрой библеистики и христианского вероучения. Я достаточно молодой руководитель, как таковых каких-то секретов у меня не сложилось, но поскольку я как был и студентом Института теологии, так и стал руководителем, я помню своих и студентов, и учителей, соответственно, все, что было положительного, я воспринял от них. За неполный год под моим руководством на кафедре были разработаны ряд спецкурсов, модифицированы какие-то даже программы, их содержательная часть. Мы избрали 2 профессоров, почетных на нашей кафедре, очень заслуженные деятели науки, богословской, в том числе и светской. Также за этот неполный год мы прогрифовали в учебно-методическом отделе по гуманитарному образованию 4 учебных пособия, что достаточно тоже является хорошим показателем. Также за этот год были написаны на нашей кафедре 2 монографии, опубликованы. Что же хотелось бы сказать в последующем, что хотелось бы ожидать от моего руководства и, в принципе, от деятельности кафедры, это прежде всего, что мы планируем уже в следующем году проработать с коллективом института создание сборника отраслевого по теологическим дисциплинам, а также открыть на кафедре научно-исследовательскую лабораторию, которая бы помогала студентам, давала старт им научной деятельности, как-то помогала им в научно-методической работе, а также помогала в дальнейшей жизни, если они захотят и пойти по научной стезе. Поскольку БГУ – это ведущий вуз белорусский, хотелось бы видеть его все-таки в тройке лидирующих вузов каких-нибудь европейских. И на самом деле не каждый вуз постсоветский может похвалиться тем, что на его базе есть на государственном уровне теологическое образование. Поэтому мы будем стараться оправдать надежды БГУ, занять лидирующее место в европейской науке.